Усім доброго вечора. У прямому етері телеканалу Атера Прайм. Мене звати Айдар Муждабаєв. І цей час, ви знаєте, коли ми говоримо з людьми, з якими мені особисто цікаво говорити, думка яких мене особисто цікавить, і особливо в ці дні війни, ми запрошуємо лише тих людей, які можуть щось сенсовне сказати щодо війни, щодо подій в Україні, навколо України, і люди, які мають дійсно таке чесне уявлення про те, що відбувається навколо нас. Тобто ми не гайпуємо, а запрошуємо таких людей, як, наприклад, сьогодні мій гість – це Гела Васадзе, політолог, дуже поважна людина, яка завжди з нами весь цей час і багато разів був на етері, але вже давно Гели не було. Він керівник регіональних програм Грузинського центру стратегічного аналізу. Він зараз знаходиться у Тбілісі, і я вітаю тебе, Гела. Вітаю, слава Україні! Героям слава, смерть ворогам. І я хочу, я відразу кажу, що я зараз перейду на кацап на мову країни-агресора, щоб просто, і щоб тобі простіше було, і щоб нас розуміли в різних країнах світу, бо нас дивляться не лише в Україні. І це дуже добре. І це, в принципі, якщо ми маємо справу з війною, яка має всі шанси стати світовою, і насправді я вважаю, що вона через вплив на різні абсолютно процеси в світі, вона вже стала світовою, гібридною світовою війною. Ми перейдемо на мову, яку більше людей просто зараз розуміють. І я хочу спросити тебя сразу, что это за скандал, который абсолютно, мне кажется, неуместен в отношениях между Украиной и Грузией, про который ты много пишешь, дипломатический скандал на уровне власти. В принципе, страны, у которых одни и те же проблемы, но там у Украины сейчас большие проблемы, понятно, потому что открытая большая война с Российским рейхом. У Грузии пока спящая война, но тем не менее враг один, и вдруг между украинскими властями и грузинскими разворачивается довольно постыдный скандал. Кто в нем виноват, кто там кого неправильно понял. Именно на твой взгляд, я оценивать это не хочу. Ты сегодня мой гость, а не наоборот. Понятно. Что касается скандала, скандал, который сначала была пикировка такая, потом был троллинг Арестовича, потом посыпались такие взаимные обвинения, и вот сейчас, когда Михаил Подоляк коснулся святого для грузинской мечты, а святое для грузинской мечты — это, конечно же, Мидзина Иванишвили, который, в общем-то, сегодня строго формально он никто. То есть он рядовой гражданин, он очень богатый, у него свои активы и так далее и тому подобное. Строго формально он ничего из себя не представляет, но от него зависит практически благополучие всех. Он назначает министров, он снимает министров, премьер-министра может поменять и так далее. И вот как только было сказано, что, знаете что, ребята, а ведь Иванишвили-то ведет себя пророссийски, вот тут они уже взорвались, и вот тут случился скандал, они перешли к прямым обвинениям и так далее. Тут вроде бы как бы ничего странного нет. В пророссийскости Иванишвили обвиняют уже давным-давно. 10 лет его обвиняет грузинская оппозиция в его пророссийской позиции. Причем нужно хорошо понимать, пророссийскость — это не значит, что им управляют из Кремля. Не, он в свое время бежал из России, бежал от Путина, спрятался целый год и так далее. Пророссийскость — это то, что он боится Путина. Он боится раздражать Кремль. И вот тут, я думаю, проблема гораздо глубже на самом-то деле, чем представляется. Дело в том, что мы знаем, что несмотря на то, что, во-первых, вот ты сказал, что мы можем оказаться в мировой войне, я считаю, что уже мировая война идет. Вот сейчас уже идет мировая война. И эта мировая война идет, конечно же, с агрессором, с Россией, но внутри еще есть силы, которые по-разному относятся к России. Долгое время, вот буквально сейчас мне переслали материал о том, насколько оружие продавали России такие страны, как Франция, Германия, Австрия, Болгария там, по-моему, была. По-моему, Болгария тоже была. И это было с 2014 по 2020 год. То есть это тогда, когда уже Россия совершила агрессию против Украины, когда уже оккупировала Крым, когда уже развязала войну на Донбассе, когда уже
попала под санкции и так далее и тому подобное. Нужно хорошо понимать, что многие европейские политики, они играли с Путиным в одной команде. Да, они считали его второстепенным игроком, подыгрывающим им и так далее и тому подобное, но так или иначе они прекрасно пользовались тем, что амбициями Путина и считали эти амбиции просто-напросто амбициями такого капризного ребенка, который ничего не может плохого сделать, и который вот просто-напросто, ну или полусумасшедшего, которому говорят, ну да, ты Наполеон, ты Александр Македонский, ты все вместе, нам только газ продавай, как нам нужно. И в различных коррупционных схемах участвует. Возьмем элементарную вещь. Вот Чеферин, это президент ФИФА. Ну, это же тип, который, в общем-то, с Путиным очень тесно связан. И очень многие политики европейские были связаны очень тесно с Путиным. Так вот, Иванишвили, он же, тут тоже нужно хорошо понимать, куда перебазировался Иванишвили, когда бежал из России? Во Францию. И он тоже хорошо, очень тесно связан с этим французским политикумом. Поэтому вот если сейчас, если мы берем позицию Азербайджана, да, она фактически своеобразное отражение с определенными моментами, значит, соответственно, политики Турции. Если мы берем политику нынешних грузинских властей, они ориентируются на Старую Европу. И смотри, что произошло. Произошло событие, на которое в Украине, конечно, не обратили внимания, потому что просто не до этого. А между тем очень интересное, очень показательное событие. Недавно в Германию с официальным визитом прибыла президент Грузии Зурабишвили. И кого бы ты думал, она пригласила в Тбилиси? Конечно, Штайнмайер. Конечно. Вождь и учитель, понятно. Да, это же понятно. То есть речь идет о том, что вот мы Европа, ребята, но мы другая Европа. Мы не эти противные англосаксы, и не эти поляки. Или балты, Балты и так далее. Поляки. Это балты, англосаксы, это все, пожалуйста, к Саакашвили. А вот мы это Франция, мы это Германия, мы старая Европа. Сама Саломе Зурабишвили, нужно хорошо знать ее биографию. Она она родилась и выросла во Франции. Она француженка фактически, она не грузинка. У нее просто грузинские корни, мать и отец мигранты. А для нее родной язык французский. Она была, и вот тут уже грех Миши, кстати. Она была послом Франции в Грузии, то есть она дослужилась до посла. Нужно хорошо понимать систему французского МИДа, мне просто объясняли ее, что она очень корпоративна. Там различные группы. Там есть группа старой аристократии, там есть группа, значит, аристократии наполеоновских времен, которые... И есть гей-группа. Вот. Мне объясняли, что там есть 3 группы такой. Вот Саломе Зурабишвили, она примыкала к группе старой аристократии. Потому что, ну, действительно, у нее, значит, корни, соответственно, дворянские в Грузии были. Поэтому она там к ним примкнула и так далее. И вот это все... И при этом, когда Миша увидел посла с грузинской фамилией, он решил ее сделать министром иностранных дел. Тогда Ширак сказал, что вот, ребята, да, но она при этом должна остаться французским дипломатом. На это Миша согласился. Она осталась французским дипломатом, будучи министром иностранных дел. Но вот дальше что-то пошло не так. Дальше оказалось, что мир не так параллелен и не так перпендикулярен, как думали. То есть, считали так, вот Россия, которая против нас, вот Запад, который за нас, да? Вот Франция, большая страна Запада, давайте посадим ее министром иностранных дел. Но оказалось, что франко-американские противоречия настолько сильны на Кавказе и в Грузии, что она просто стала вредить, и просто потом было прямое столкновение, и потом просто была альтернатива. Или эти. И поэтому Мише пришлось ее выгнать. Ну смотри, вот это все как бы... Это дела давно минувших дней. Саакашвили находится в тюрьме. Значит, президентка она... Я даже не про это хочу сейчас поговорить, а про то, что на самом деле все эти, типа мы вот со старой Европой, но с какой старой Европой Грузия, ну где тут старая Европа? Все ваши интересы лежат как раз в союзничестве со странами Балтии, с Украиной, там, с Молдовой и так далее, да? А вы делаете вид, что мы тут не стояли, мы тут вот в другом зале здесь, в греческом зале мы ж белые. Да? Они в другой зал перешли и делают вид, что можно. При этом, вот сегодня пламенная вещь была у Гарибашвили в Варшаве.
как он поддерживает Украину, как он любит Украину, как он... Да. Ну, не получается так, не получается. Ты любишь Украину, в то же самое время ты внушаешь своему народу то, что, ребята, Украина — это последняя надежда демократии и так далее, но при этом президент Украины, он не очень хороший, как политик, потому что, он не смог предотвратить столкновение с Россией. И опять-таки, я почему говорю про дела давно минувших дней? Ведь смотри, у них вся политика строилась на чем? Саакашвили плохой, Да. потому что он не смог предотвратить войну. Потому что он спровоцировал Путина. Не. Это российская пропаганда в чистом виде, конечно. Они не говорят спровоцировал, они говорят не смог предотвратить. Это одно и то же. Я просто помню, Гела, я помню 2008 год, когда люди, которые боялись поддержать Грузию открыто, говорили, Саакашвили должен был быть мудрее, то есть жертва должна была носить менее короткую юбку, зачем же вот так, вот нас вот маньяк-насильник, то он бы мог вас не заметить, если бы вы ходили там в паранже, грубо говоря, да? Это очень позорная, на самом деле, позиция, но я не хочу оценивать даже сейчас. Я думаю, смотри, что как все эти интересно. люди... Смотри, как интересно получается. 10 лет они пугали население тем, что если вернутся старые, будет война. То Россия нападет, Путин нападет, да. Путин нападет, и только благодаря их мудрой политике, войны нет. И тут рушится их мир. Кроме всего прочего, у них ведь принцип какой? У них принцип следующий. Тот, кто не с нами, тот национал, тот Миша. Говорил этот, как его зовут? Рибашвили же сказал, что у власти в Украине грузинская оппозиция. Грузинская оппозиция дословно находится у власти в Украине. И вот этот весь... на Кавказе есть такое блюдо, оно вообще Кавказ, аджапсандал. Это когда много овощей, мяса, и все перемешано. Вот этот весь аджапсандал у них в голове. У них в голове, и они его ретранслируют. Гела, я так думаю, что все равно, что бы они там ни говорили, они просто себя оправдывают в силу того, что они немного не самостоятельные политики, а с чего ты начал, собственно говоря, на сегодняшнюю программу. Несомненно. Я хочу у тебя больше скажу. Они не просто не самостоятельные политики. Есть еще элементарное желание заработать. И если бы не постоянные напоминания. Слушай, когда говорят украинская разведка, я очень уважаю украинскую разведку. Очень хорошо и очень высокого мнения о ней. Но я больше чем уверен, что там не только украинская разведка, но и разведсообщество США работает с этими материалами. И когда это озвучивает украинская разведка, сегодня был очень, кстати, интересный момент. Сегодня Нед Прайс, это спикер Госдепа, он сделал очень интересное заявление. Он сделал очень интересное заявление. Он сделал заявление о том, что, мол, Грузия и Молдова, мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдовы. Мы всегда стояли рядом с ними. И дальше, самое главное, что понятно, что есть опасения, что Россия может напасть. Но не переживайте, события в Украине показали, что мы помогаем нашим союзникам отразить агрессию, и мы поможем и вам в любом случае. В переводе с дипломатического что это значит? В переводе с дипломатического означает следующее: заканчивайте делать нам мозги. Мы вас прикроем. Если вы говорите, вы боитесь России, мы вас прикроем. Давайте теперь. Проводите нормальную политику. Не надо бояться России. Мы здесь, и мы вас прикрываем. Посмотрим, что вы сделаете дальше. И это уже, я скажу так, что нормальные люди должны это понять. Если они не поймут, то, ты знаешь, я думаю, что со временем все за все ответят. Но я думаю, знаешь, что Нед Прайс, то есть устами Неда Прайса Соединенные Штаты дали им понять. Вы вообще-то определитесь, вы с такими или с такими. Вы на стороне добра или то есть вы не устоите посередине тут, на ребре вы не устоите. Орел или решка, да, в конце концов. Если вы хотите, Молдова и Грузия, все-таки идти в сторону Запада, но это выглядит немножко позорно, конечно. Украина истекает кровью, борется. Молдова с Грузией подают заявку в ЕС, типа рядом с ней, да.
ну вы сначала помогите чем-то, вы сначала покажите свои, ну и прошу прощения, яйца железные, да, шары. Вот тогда, в общем-то, сейчас момент такой, я посмотрю, конечно, мы все посмотрим, как определятся эти две страны, которые выбрали, определили свой курс как европейский, но я хочу тебя сейчас немножко перескочить, перейти на две другие страны Кавказского региона, потому что я знаю, что ты обозреваешь не только Грузию, и как бы зона твоих интересов и твоего знания, это в том числе Армения, Азербайджан. Все три страны разные. Все три страны примерно, ну, плюс-минус одинаковые по размеру, да, расположены близко, в одном и том же регионе. И все три имеют разные как бы отношения, действия, бездействия, риторику по отношению к Украине. А для нас это, для украинцев, очень важно для того, чтобы понимать, как в будущем общаться с этими странами, на что рассчитывать, на что не рассчитывать и так далее. Вот может как-то максимально, не то что нейтрально, но максимально объективно рассказать, там, допустим, все равно с какой по алфавиту А ты начнешь, про Азербайджан и про Армению. Ну, я постараюсь. Начнем с Азербайджана. Азербайджан, конечно, крупнее страна, чем Грузия, где-то в 2 раза и где-то в 3 раза крупнее, чем Армения. Азербайджан обладает достаточно мощной армией, и Азербайджан достаточно субъектен во внешней политике. Он завязан на Турцию, завязан Шушенской декларацией, но не будем забывать другую вещь, что перед самой войной была подписана Московская декларация о союзническом взаимодействии с Россией. Видимо, там было типа ультиматума, но Азербайджан ведет очень тонкую игру для того, чтобы вернуть оставшиеся территории, для того, чтобы вернуть Карабах. И это тонко, понимая прекрасно, что Россия фактор, и она до недавнего времени, да и сейчас она единственный фактор на Южном Кавказе в военном отношении. Других сторонних сил на Южном Кавказе, кроме российских, просто нет. Ну, то есть, смотри, я уточню, можно я по пути буду уточнять? Вот просто определенные иллюзии есть у людей. Вот я всегда говорю, что подождите, когда вы говорите, что Турция — это военный фактор в Кавказском регионе, назовите мне пример военного вмешательства в Грузии куда-то непосредственно. Нет, в России есть, в Турции нет. Политическая там поддержка, такое оружием, там, не знаю, инструктором есть, но она не вмешивается. Вот точно так же, как там Америка не вмешивается физически в войну в Украине. Да, это стоит важно отметить. А Россия там держит войска, ставит условия, держит территорию и ведет, ну как бы она там присутствует физически, а не там политически, допустим, только. И продолжай, пожалуйста. Турция, нужно хорошо понимать, что вот Турция, конечно же, обеспечила Азербайджану победу в 44-дневной войне, но чем она обеспечила? Все говорят, байрактары, оружие, да, это важно. Но самое главное, что было, на второй день войны были отстранены те генералы, которые работали на Москву. Фактически все. И были заменены турецкими и генералами азербайджанскими, которые получили образование в Турции. Вот тут, в этот момент, после этого все. Это обусловило победу в 44-дневной войне. До этого все практически получалось, ходы Азербайджана знали в Москве заранее. То есть Москва играла сама с собой в шахматы. Получалось. И в этих условиях, конечно же, есть еще много факторов типа влияния там. Например, в Грузии был период Саакашвили, когда очистились полностью от такой скверны, как российское влияние, и мы действительно сейчас не зависим от России. Вот реально, то, что сейчас есть торговля, это торговля представителей власти с Россией, они на этом не делают. Зависимости экономической нет. Азербайджан более связан с Россией экономически, нежели Грузия, но опять-таки, Алиев недавно выступал, и он напомнил, что вообще-то баланс в пользу России, поэтому Россия нас наказать не сможет ничем. То есть связь тоже такая. У Азербайджана главные проекты идут с востока на запад. Это региональные проекты, это газопроводы, это нефтепроводы, это железная дорога, это через Грузию в Турцию и дальше в Европу. Азербайджан секундочку, я опять попрошу возможности реплику сказать, уточнить у тебя. Формально, да, действительно это так, но с другой стороны мы не учитываем фактор огромного бизнеса азербайджанского происхождения в России. Просто я вспоминаю 2008 год, когда Армения пыталась помириться с Турцией и открыть границу, да,
И когда просто тогдашнего президента, по-моему, Сарксян был, вызвал к себе Путин и просто тупо сказал: никакого армянского бизнеса, я всех тут вас пущу по миру и выгоню нафиг, да. То же самое было и с грузинским бизнесом, когда вот во время войны и до, и после. То же самое, наверное, он имеет в виду и с азербайджанским, потому что формально, да, это же типа российский бизнес, но делают его азербайджанские бизнесмены в России, и они тоже, наверное, как-то связаны с властью и так далее. То есть это фактор, который, может быть, и решающее значение имеет во многих шагах Азербайджана. Это мое мнение. Айдар, смотри, вот тут мы подходим к самому главному, что изменилось. А изменилось в корне ситуация. То есть, если до этого это был фактор, то уже сегодня это перестает быть фактором. Почему? Россия перестает быть рынком. Россия под санкциями. Сегодня России нужно как-то выбираться. То есть до этого действительно там 1 миллион с лишним азербайджанцев, которые от 1 миллиона до 3, там разные цифры называют. Сегодня, когда я беседую с экспертами из Азербайджана, у меня куча друзей и коллег там, и так далее, все абсолютно согласны с тем, что да, Азербайджан должен быть готов принять тех азербайджанцев, которые в свое время уехали из России в Россию. И то же самое, кстати, в Грузии происходит. К осени возвращаются те грузины, которые натурализованные там были. Ну, которые вот учились, остались, потом бизнесы у них были и так далее. Кто-то открыл ресторан, кто-то вообще был преподавателем в университете. Они возвращаются. И азербайджанцы тоже. Это не будут те экспаты, которые сейчас подъехали. Это будут те люди, которые, кстати, весьма скептически относятся к России, как это в основной своей массе. А знаешь почему? Потому что они там жили. Люди, которые там жили, они знают, что такое Россия. Это, кстати, Гела, очень интересное последствие санкций, о которых у нас, например, не знают, да, и это очень интересно. Это отвязка бизнеса, активной вот этой части национальной элиты, бизнесовой, там, не знаю, какой еще, интеллектуальной. То есть вы ждете, и Грузия, и Азербайджан ждет, что, может быть, Армения тоже, что большая, так, весомая часть соотечественников вернется на родину из России, и это последствия санкций. Интересно очень. У Грузии это не бог весь сколько, то есть грузин всего в России 200 тысяч. И эти 200 тысяч вместе с Басилашвили, Акуниным, который уже во Франции, и так далее. То есть вместе с такими грузинами, которые просто с грузинскими фамилиями. Но я думаю, что 1100 вернется. И это на самом-то деле плюс, потому что там из того, что я вижу в сети, из того, что было, там представителей русского мира практически нет. Там есть у нас отмороженных представителей русского мира, которые за них, хотя у нас это не более 2% больше, чем грузин, которые живут в России. Что касается Азербайджана, там больше, там говорят, еще раз говорю, от 1 миллиона до 3, но я не верю в цифры русских. Но там речь идет точно о миллионах, Гела, точно. То есть это не 100 тысяч и не 200, это 10 О миллионах идет речь. Ну, Азербайджан вообще 10 миллионов страна. Для сравнения, Грузия это 4 миллиона. А Азербайджан 10 миллионов. Кроме всего прочего, нужно хорошо понимать, что... прошу прощения. Возвращайся, Гела. Ну, как мне сейчас... Но тебя слышно все равно. Вот. Так что можешь продолжать говорить и настраивать видео. Интересно, да, вот сейчас Гела настроится, но вот это последствия санкций, например, которые, ну, я об этом просто не думал. А Гела сказал о том, что многие представители Азербайджана, Грузии и, наверное, Армении тоже, до Армении просто еще не дошли, они просто понимают бесперспективность и зашкварность, то есть жить, работать в России. Если у тебя есть бизнес, даже, может быть, и не очень большой, какой угодно, да, то быть резидентом в России экономическим — это, ну, скажем так, не плюс, а минус. И, наверное, если это так работает для грузин, азербайджанцев и армян, наверное, так это работает и для других предпринимателей. И это такое последствие санкций интересное такое, да. Продолжай, пожалуйста, Гела. Я прошу прощения, я просто забыл на авиарежим перевести телефон, и поэтому вот такой ляпсус получился. Так вот, когда нас 200 тысяч, а про нас говорят, что нас 1 миллион в России, то у меня есть основания думать, что когда про азербайджанцев говорят 3,
там миллион. Но все равно это, много. Все равно но много. все равно Это много. активные Я люди. согласен, что много. Да? Я согласен, что много, но вместе с тем, ну а кому сейчас легко? Всем придется перестраиваться. Всем. Ну вот элементарно, да, YouTube-канал, да. Отсекли рекламу Google, отсек рекламу от России. 70% прибыли слезала языком корова. Хотя из России смотрела всего 35%, но за нее платили больше. Ну так Да, я знаю. везде фактически. Сейчас фактически всем придется перестраиваться. Но это вот та самая перестройка, которая необходима. Потому что, как правильно говорил Каха Бендукидзе в свое время покойный, к сожалению, вот его бодрости действительно не хватает. Он говорил так: ребята, я знаю, что такое Россия. И если вы хотите сделать бизнес с Россией, представьте себе, что на месте России море. Нету ее. Не вздумайте это делать. Потому что он прекрасно понимал, а сейчас это еще и отравленное море. Так вот, и поэтому Азербайджан, конечно же, однозначно, давай скажем про общество. Общество однозначно, подавляющая часть общества за Украину. Я это знаю и по социальным сетям, я это знаю и по своему YouTube-каналу, я это знаю по всему. Однозначно за Украину и однозначно делают все, чтобы, сказать, выразить свое. Другое дело, что там гражданское общество не так активно в помощи Украине. Но оно и не так влиятельное в политике, скажем так. Да. Потому что устройство политической страны чуть другое, чем в Грузии. Да. Но нужно хорошо понимать, что Азербайджан, вот с точки зрения гуманитарной помощи Украине, колоссальную гуманитарную помощь оказывает. То есть постоянно, то есть денег не жалеют на помощь Украине в этом плане. И это, я скажу так, дело ведь не в гуманитарке, господи. Ну, в конечном итоге, ну, если бы не было бы, не сделал бы это Азербайджан, ну, сделал бы кто-то другой. Это ведь тоже шаг. Конечно. Это ведь тоже демонстрация. Это шаг в будущее. Это они смотрят в будущее, значит, вот и все. И это демонстрация России, что типа того, ребят, вы не ваши. Мы не вы, мы не ваши, это точно. Другое дело, что, конечно же, и Грузия в особенности, и Азербайджан могли бы пойти дальше. Могли бы пойти в поставках оружия Украине, особенно в тот момент, когда Украине это было особенно необходимо. Я имею в виду, еще когда не было принято решение о предоставлении Украине тяжелого оружия. Сейчас уже о ленд-лизе, так называемом, да. Ну, даже, да. О ленд-лизе и так далее. Сейчас уже этого не нужно. Но тогда имели исторический шанс. Грузия его профукала. Пустела. Профукала. Ну, ты понял меня. И Азербайджан, на мой взгляд, тоже мог бы в этом поучаствовать. Поэтому я скажу так, что, в общем-то, если по-честному, все страны бывшего Советского Союза, все соседи России готовятся отбежать. И боятся в то же самое время, как бы это их не придавило. Вот примерно вот такая ситуация. Естественно, Азербайджан проводит. И все время они озираются, конечно же, на Анкару. Все время они озираются на Турцию. То есть в этом плане Турция для них это гарант определенной безопасности. Гарант защиты от России. И, кстати, не только от России. У Азербайджана есть еще один враг, который достаточно серьезный. Иран? Да. Который смотрит на Азербайджан весьма и весьма косо. Ну смотри, давай правду скажем, что Иран это как бы все равно союзник России. Это треугольник Иран, Китай, Россия, он же очевиден. Там как бы, это такая ось зла, если так можно сказать, которая действительно токсична и в санкционном плане и так далее, и так далее. Мы про Армению забыли. Вот тут, мне кажется... Нет, про Армению мы не забыли, мы сейчас подошли. И там очень интересная ситуация на самом деле. Смотри. В чем проблема Армении? Проблема Армении в том, что за 30 лет статус Карабаха как независимого государства, а это фактически нарушает Хельсинский трек, который сейчас в мире доминантен, особенно после украинских событий, он стал как бы национальной идеей государственности. Сейчас речь идет о том, чтобы... раньше было это еще сложнее, потому что у них было еще и 30% на территории Азербайджана. Понятно, что кто бы там бы уступал. А сейчас
Сейчас и понятно было, что это все обеспечивалось тем, что Армения была в тесном военно-политическом союзе с Россией. То есть российская военная сила, российскими поставками и так далее и тому подобное. Что происходит сегодня? Правительство Армении прекрасно понимает, что если, вернее уже не если, а когда Россия рухнет, тогда они могут оказаться один на один с Азербайджаном. Я про Турцию уже не говорю, Турцию можно не учитывать, у которого мощная современная армия, в которую вложены миллиарды. Понятно, что есть Европа, но Европа — это не военный фактор на Кавказе. Ясно. И Штаты тоже не военный фактор на Кавказе. Тем более, что и Штаты, и Европа говорят: ребята, договаривайтесь. Ребята, договаривайтесь о том, чтобы права армян были там. Но в то же самое время мы не можем сказать, чтобы территориальная целостность Азербайджана была нарушена. И есть в этом логика. То есть, если вы хотите идти в Европу, нужно идти по Хельсинскому треку. А Хельсинский трек — это неприкосновенность границ в Европе. И тем более после Украины сейчас это вообще даже не обсуждается. То есть если раньше были какие-то еще эти, то сейчас очень дорого обошлось. Вот такое, то, что сквозь пальцы смотрели на это все, вот сейчас очень дорого это все обошлось. Ну, то есть и украинская история очень сильно повлияла и на отношение вот к Карабаху, ко всему границам на Кавказе, и отношение Запада к этим конфликтам и войнам. Так? Несомненно. Несомненно. И что предлагает Евросоюз? Евросоюз взял на себя миссию эту. Но я думаю, что тут Евросоюз и Штаты где-то на одной волне, если не скоординированно действуют. Шарль-Мишель есть такой. Мы его все знаем. Это бультерьер. Он приезжал недавно в Украину, да. Да, да. Я, кстати, очень обрадовался, что он приезжал. Он правда бультерьер. Я видел, как он здесь душил нашу власть, чтобы они пошли на соглашение с оппозицией. Они были вынуждены пойти, но, правда, потом опять отказались. Но это уже наши внутренние разборки. Так вот, Шарль-Мишель взял на себя и сказал: ребята, давайте договариваться. Пашинян и Алиев приехали. И он, на самом деле, он очень простое решение предложил. Ребят, территориальная целостность, понятно, должна быть. Права человека и права армян тоже должны быть защищены. Ну, давайте договариваться на этих двух треках. После этого Пашиняна позвали в Кремль. И, как всегда говоря, это бывает, после любых переговоров, любых армянских лидеров, с кем бы то ни было, с Турцией, с Азербайджаном, там, с Европой, всегда вызывает типа хозяин, который считает себя хозяином Армении. Да. И, честно говоря, я напрягся, когда, значит, у Пашиняна изменилась риторика после этого визита. Ну, типа, там, мол, все не так и все не то. Но сейчас опять, значит, постоянно действующий трек создал Шарль-Мишель, это очень хорошо, глава Совбеза Армении и помощник президента Азербайджана, Хикмет Гаджиев и Армен Григорян. Они опять встретились в Кремле и, что самое главное, запустили в Армении, это даже не сценарий, это как бы имитация сценария революции. Революции там у них не получится. Ремейка 98-го года, а в 98-м году многие наши зрители наверняка не знают, что произошло в Армении. В 98-м году первый президент Армении Левон Тер-Петросян, человек, который, в общем-то, был главой комитета Карабах, он сказал, что, ребята, если мы хотим дальше развиваться и жить, нам нужно как-то жить с Азербайджаном. Нам нужно с ним договариваться. Давайте договариваться с Азербайджаном. Тут же возник Кочарян, который был тогда премьером, которого он сам назначил премьером. И Москва тут же возникла и сказала: Левон предатель. Кочарян тогда сказал фразу: армяне, за 2000 лет вы впервые победили в войне. Неужели вы сейчас отдадите эту победу? И Левона Тер-Петросяна свергли. А туда пришел, в общем-то, да, карабахские пришли с власти в Армении. И пришли на долгие 20 лет. Так вот, что получается сейчас? Сейчас они запустили вот этот трек, но видно, что людей нет у них. Возможен ли вариант силовой какой-нибудь? Как мне говорят мои армянские коллеги, там у меня тоже очень много друзей, что вряд ли. Вряд ли возможно, хотя я думаю, что от Москвы можно ждать там всякой гадости. Нужно хорошо понимать степень влияния Москвы, инфильтрации агентов
Москвы в Армении. Она гораздо выше, чем в Грузии и в Азербайджане. Армения по всем признакам формальным является военно-политическим союзником России. ОДКБ, А у нас ЕАЭС и такие так слухи, далее. Гела, я тоже замечание маленькое, ремарочку. Были такие слухи даже, да, что типа армянские войска, может быть, будут участвовать, правда, после того, как белорусские вроде как не участвуют. А с другой стороны, вот эта армия, которая там стоит, она же вроде как граждане России, на самом деле этнические там же армяне на контракте, многие, да, в этой Где, в 158-й Гюмри? армии, я не помню какая. В Гюмри? Нет, в Гюмри в основном Да-да-да. русские. В Гюмри Русские, сейчас да? в основном русские. В Гюмри сейчас в основном русские. Это вот часть тех, которые стоят у нас, с Хинвали. Вот они очень многие, там много там осетин, но там много разных осетин. Из Северной Осетии, и с... Ну, значит, все-таки русские до конца армянским гражданам, жителям Армении не доверяют в этом отношении. Не доверяют. Нет, ну сейчас мы скажем, я скажу про общество. В обществе, в общем-то, в Армении до войны превалировали антироссийские настроения. Большинство населения Армении действительно считало, что Россия их предала и бросила в 2020 году. Ну, вот эта война 44-дневная. Что сейчас? Сейчас общество сильно фрагментировано. Вот это, кстати, редкий случай. Хотя многие мои, те, которые сторонники власти, эксперты, говорят, что нет дела, у нас нет практически пророссийского настроения, но я же вижу, что происходит. Армения — это тот уникальный случай, когда многие антироссийские настроения, они стали менее антироссийскими в каком плане? Все понимают, на чьей стороне правда. Все это понимают. Но как в Азербайджане понимают, что в случае, если Россия рухнет, тогда они без проблем должны взять Карабах, так и в Армении это понимают. И вот у них очень тяжелая дилемма на самом деле. Каким-то образом подключить Европу, они надеются на Европу и на США, подключить к этим процессам так, чтобы Европа и США заменили Россию. Насколько это получится, я думаю, Но с точки зрения Армении, это единственный просто вариант, потому что Россия все равно уйдет в такой или иной форме, да. И кто может дать гарантии Армении? Например, там посредничество с Азербайджаном, там учет прав армянского населения Карабаха. Ну, вообще, в принципе, я не вдаюсь в эти детали, но в принципе, кто может прогарантировать существование и безопасность Армении как таковой, если она не помирится с Азербайджаном в обозримом просто в течение года, допустим, да, даже, может быть, и меньше. Я знаю, просто переговоры постоянно идут, и я читаю, что при посредничестве там европейцев, американцев постоянно встречаются представители Армении и Азербайджана. Вот возобладает ли мудрость армян-азербайджанцев в том плане, что не будет ли кто-то из них ждать того, что ситуация изменится, и мне удастся обмануть, значит, вот этого партнера по переговорам? То есть хватит ли мудрости все-таки на каком-то этапе зафиксировать какой-то статус и дальше уже сказать, что да, все-таки мы движемся, не готовимся к новым войнам, да, а готовимся, да, мы настороженные, мы там не очень доверяем друг другу, но так как у нас есть посредники серьезные, не Россия, да, которая просто всех там имеет в разных формах, да, такие стабильные, предсказуемые посредники, что мы все-таки рассматриваем кейс дальнейшей жизни вместе мирной, без России уже в перспективе, потому что, наверное, армяне и азербайджанцы понимают, что в перспективе России будет только, в лучшем случае дело до себя, а в худшем случае просто не будет в нынешнем виде, и ей не будет ни до Армении, ни до Карабаха, Азербайджана. Я думаю, что и в Армении, и уж точно в Азербайджане прекрасно понимают одну вещь. Хорошо понимают одну вещь, и я ее описываю таким образом. Россия, конечно, хочет затащить и Армению, и Азербайджан в свой чудной барак. Там, где она будет в изоляции. Чтобы они тоже оказались в изоляции. И на самом деле у России есть следующий... Я думаю, что у России есть следующий вариант. Дело в том, что карабахские армяне, которые вооружены, они ведь практически не подчиняются Еревану абсолютно. Ереван на них никакого влияния не имеет. Они под влиянием России. И если развязать там войну,
И если с помощью провокации и так далее, и если Азербайджан, ну, там, конечно, несопоставимая военная сила, поведется на эту провокацию, то Армении будет уже никуда деваться, а по версии Москвы Азербайджан должен будет попасть под санкции. За то, что вот он что-то такое неправильное сделал. И тогда и Азербайджан, и Армения падают, как спелые яблоки в руки Москвы. Но кто предупрежден, тот вооружен. Они и там это знают, и всячески стараются избежать именно этого сценария. Поэтому я уверен, что это у них не получится. Поэтому я уверен, что это у них не пройдет. То есть, если бы, я еще раз говорю, если бы тогда в феврале Украина пала бы, тогда бы без вариантов было бы у нас всех. Просто без вариантов, потому что Россия плюс МОБ резерв Украины, они бы съели бы за... Кстати, ты заметил одну вещь? Смотри, по Молдове, когда начались разговоры, что вот русские готовят нападение на Кишинев, на Молдову, да? Потом вот сейчас протесты в Ереване. У меня такое чувство, честно говоря, что это у них было уже расписано, запланировано. Вот Украина уже их, дальше вот идет. А Молдова, вот какой дальше... план? Вот интересно, расскажи. Вот прямо очень интересно, да? То есть, если в их понимании Украина должна была пасть за 2-3 дня, то что дальше? Вот кто за кем там стоит в этом меню людоедов? Если Россию представить как такую страну, которая пожирает других. Ну вот мы уже видели план русских по поводу Молдовы. Мы уже его наблюдали. То есть они лежали, даже американцы сказали, что вот у них есть такие планы. Но у них эти планы То есть были... Молдова после Украины вторая, правильно я понимаю? Да, сразу же без вариантов. Дальше мы видим, что шла бы Армения, просто там бы сменилась бы власть. Там бы сменилась бы власть уже на Гауляйтера. В Молдове тоже был бы уже Гауляйтер. И дальше уже пошли бы... дальше обязательно шла бы Грузия. То есть почему Грузия, а не Азербайджан? Объясняю. По карте нужно было отсечь Азербайджан от Турции. И вот когда отсекался бы Азербайджан от Турции, тогда уже без проблем съели бы Азербайджан и дальше Центральную Азию. Потому что все уже отсечено все. Тут Иран, тут Южный Кавказ и всех. И дальше Центральной Азии некуда деваться. Ну, то есть фактически это план, вот то, что сейчас сказал, да, спасибо, что ты это расписал. То есть смотри, если бы, представить, что Украины нет, да, то есть если бы Украина не спасла не только тот западный мир, о котором все сейчас говорят, цивилизация, демократия, западный мир, она боец цивилизации и так далее, но и вот эти страны, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, дальше, как я понимаю, даже до Туркменистана, Казахстан. Да, все бывшие. То есть Украина фактически сейчас воюет не только за западную цивилизацию, но и за вот эти страны, которые выбрали там свой особый путь, заигрывали с Россией, пытались дружить, как-то выстраивать отношения там, и так далее, и имитировать оргазм от взаимных вот этих вот трений любовных и так далее. Оказывается, что Украина сорвала вообще абсолютно все планы, срывает Россию. В данном случае, когда мне говорят, что следующей была бы Польша и Балтия, я говорю, ничего подобного. То есть следующими были бы мы, когда говорят, я говорю, ничего подобного. Мы в пакете. Следующая Польша и Балтия, а мы в пакете, в едином. В 2022 году я в этом абсолютно убежден. На декабрь 2022 года в колонном зале Дома Союза или в каком-нибудь кремлевском зале, в Грановитой палате или еще где-то, наверняка было запланировано подписание нового союзного договора и восстановление СССР. Столетие Советского Союза, если 100 кто-то лет, не помнит. ровно 100 лет. Да. Вот и все, весь план. А дальше уже следующий этап – это восстановление Варшавского договора.
Да, безусловно, так. Тут простая, такая понятная, спокойная логика все это поясняет. И, конечно, все мы. Я думаю, что я всегда говорю, что вот во всех странах, на которых Украина своим подвигом и своими страшными жертвами, на самом деле, и своей борьбой спасает, будут обязательно должны быть главные улицы, названные именами украинских героев, Украины и так далее, потому что это совершенно объективно. То есть судьба всех этих стран разных. Вот Армения там с Азербайджаном, там проблемы там у Киргизии, проблемы там с Таджикистаном, с Узбекистаном у них проблемы, да. Но в принципе все эти проблемы ничего не стоят по отношению к тому, что над ними нависает вот этот медведь, битву с которым ведет сейчас конкретно Украина и за Запад, и за Юг, и за Восток. Это, конечно, вот понимание этого должно дойти до всех народов, стран, которых ты назвал, да. Я хочу сейчас конкретно, если нечего сказать уже по этому поводу, ты, в принципе, все расписал. Я бы хотел спросить про отношения, знаешь, политики политиками, но мы о грузинах судим по грузинскому легиону. И тут ставится точка, и не о чем говорить, да? Грузинский легион воевал с 2014 года, воюет сейчас. И для нас, грузины, мы не знаем, я прошу не обижаться никого, да, не знаем имени президента Грузии, мы не знаем имени премьер-министра. Ну, кто-то знает, но это 1%, наверное, знает. Мы не знаем имени министра обороны, кстати, интересно, да. Мы не знаем и ничего, в принципе, другого, да. Мы знаем вот Мамуку Мамалашвили, да, и Нону Мамалашвили, потому что она сестра Мамуки. А Мамука идейный вдохновитель и командир грузинского легиона, ну и других ребят из этого же самого легиона мы знаем. Как к ним относятся в Грузии? Помогает ли им конкретно, не то что вот Украине там со всякими скандалами, а конкретно украинским бойцам с грузинским флагом? Давай честно скажем, что оно так и есть. Нет, ну к ним относятся с глубочайшим уважением, но я думаю, что... Я Мамуку тоже очень хорошо знаю, я отношусь к нему очень тепло и с уважением, но я думаю, что мы будем несправедливы, если на сегодняшний день, по данным украинских источников, воюет более 2000 грузин. Грузин, я имею в виду граждан Грузии в Украине. Я не говорю про грузин, которые граждане Украины. Это другое. Так вот, кроме грузинского легиона есть еще другие грузинские подразделения. Есть еще люди, которые, ну, на самом деле, профессионалы, которые воюют в ВСУ, которые есть в Нацгвардии. Два моих друга, ну, они приехали в Украину воевать, им сказали, что вы ни на что не годны, и им пришлось записаться в тероборону. Они сейчас в теробороне пишут оттуда, жалуются, что мы тут какие-то объекты охраняем, вместо того, чтобы воевать, приехали. На что я говорю, что, извините, ребята, объекты тоже надо охранять. И раз вас туда поставили, раз вас туда послали, значит, так надо. Поэтому я думаю, что грузинский легион, при всем уважении к нему, но при этом есть другие подразделения и есть много людей, которые воюют на ВСУ. Я прошу прощения у тех грузин, которых я не упомянул. Для меня грузинский легион — это все грузины, которые воюют в ВСУ, в теробороне. Я не имел в виду прям вот конкретно, что подразделение, да, знаешь, как личный состав такой-то, вот столько-то человек и все. Для меня это для всех нас. То есть мы же не будем отделять одних грузин от других, которые воюют за Украину. Есть граждане Грузии, которые этнически не грузины, которые там тоже воюют. Но это все грузинский легион, да, это все грузины. Потому что грузины — это политическая нация, точно так же, как и украинцы — это политическая нация сегодня. И это нормально, это правильно. Поэтому, ну, я скажу так, что, конечно же, с большим уважением и так далее. Но, к сожалению, власти... Да, они, слава богу, не мешают, а ведь в 2014 году мешали, и я это знаю не понаслышке. Слава богу, не мешают, но как минимум, ну, один раз президент Грузии приехал в аэропорт встретить погибших героев. А это нужно было делать уже неоднократно, к сожалению. Ну вот примерно вот такая картина. Ну, смотри, Гела, я думаю, что это мое личное мнение, может быть, я не прав, но мне кажется, что судьба вообще всех политических лидеров и политических элит разных стран, она очень сильно зависит на ближайшие там год, два, три от того, как они относятся и какую поддержку они оказывают Украине. Многие осторожничают, многие там что-то там себе думают, но в конце концов в демократических, по крайней мере, системах, даже там в Германии, в той же, во Франции, в Грузии, да,
все равно общество сейчас в поддержке Украины, а потому что нормальные люди не могут не поддерживать Украину, они опережают свои власти в любом случае. И это властям придется уже следующим под них подстраиваться. У тебя есть минута, если хочешь что-то сказать украинцам, мы попрощаемся, потому что время программы просто подходит к концу. Да, к сожалению, время разговора с тобой всегда пролетает настолько незаметно, что я даже не замечаю его. Что скажешь тут? Боритесь и поборете. Вам Бог помогает. Думаю, что этим все сказано, и однозначно я хотел бы, чтобы чувствовали поддержку не только из Грузии, не только грузинского народа, но и всего Кавказа. Так или иначе, все болеют за Украину, все верят в Украину. Верим в СУ и слава Украине. Савол Гелебей, дякую дуже за те, що взяв участь в нашій програмі. Це був Прайм на телеканалі АТР. Дивіться АТР, допомагайте АТР. Ми працюємо для вас, ми працюємо чесно і ми працюємо разом на перемогу України. Україна переможе. Крим, Сербія, Солоджа.